Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и вы смотрите мой обзор на якутский хомус Шепелева. Хомусы этого мастера бывают аж 3 видов: низкий, средний и высокий, поэтому по факту сегодня в обзоре целых 3 инструмента. Внешне эти варганы выглядят абсолютно одинаково, различаются они только настройкой, мягкостью, жесткостью язычка и играбельными качествами. Досмотри этот ролик до конца обязательно, чтобы выбрать подходящий тебе хомус. Итак, начинаем. Корпус хомуса довольно большой, то есть порядка 10 сантиметров. Хомус очень удобно лежит в руке, сделан довольно качественно. Кольцо массивное, держать удобно. Деки довольно большие, сходящиеся на конус. Пропорции традиционные якутские. Что мне еще понравилось, это очень аккуратно выполнены вот здесь узлы конструктивные, без каких-либо острых углов, то есть все углы очень сглажены, и хомус в руке лежит прям идеально. Также каждый хомус укомплектован вот таким футляром, и это не просто деревянный футляр, это березовый кап, который, во-первых, очень плотный и очень долговечный. Во-вторых, он тактильно приятный и смотрится довольно дорого. Давайте перейдем к звуку. И начну я с самого низкого варгана. В ноту соль, соль диез контр-октавы. Как вы знаете, традиционно мало кто из якутских мастеров настраивает свои хомусы точно в ноту. Вот этот примерно в соль, соль диез. У него самый мягкий язычок и, соответственно, самый низкий звук. Вначале, как всегда, импровизация, а затем мои впечатления. Внизу будет тайм-код, чтобы несколько раз рассмотреть каждую импровизацию и выбрать для себя соответствующий варган. Обязательно досмотри этот обзор до конца, чтобы понять, какой варган тебе больше нравится, а я, пожалуй, сыграю. Итак, это была моя импровизация на хомусе, на низком хомусе Шепелева. Ставь палец вверх, если тебе нравится, как я играю. Как я уже говорил, у него самый мягкий язычок, а это значит, что у него самый долгий сустейн и самая высокая отзывчивость к дыханию. При этом качество двустороннего боя практически не страдает. То есть хомус весьма и весьма управляем. Это один из самых управляемых басовых варганов, которые я вообще держал в руке.
Что касается обертонов, то они звучат здесь довольно ярко, но при этом весьма размыто из-за такого длительного сустейна, который сглаживает границы между обертонами. Это хорошо для медленной медитативной игры на дыхании. Также у варгана есть узнаваемая фирменная якутская трескучесть, которая усиливается, если усиливать скорость игры. Но я бы не назвал это минусом, в некоторых аспектах это даже плюс. Ставь палец вверх, если тоже любишь трескучие басовые варганы. А я перехожу к следующему хомусу, и это будет средний хомус Шепелева. В ноту Си контр-октавы. Как вы видите, он абсолютно идентичный. Разница лишь в мягкости язычка, и здесь язык уже пожестче. Как всегда, импровизация, а потом мое мнение. Итак, это была моя импровизация на среднем хомуте Шепелева. Ставьте палец вверх, если вам также нравится экспериментировать с звуком. Напишите в комментариях, что вам понравилось в моей импровизации. А я расскажу, что мне понравилось в этом варгане. Ну, во-первых, мне очень понравилась оптимальная мягкость, жесткость язычка. То есть из всех трех этот мне показался самым сбалансированным. При этом у варгана по-прежнему долгий сустейн, и играть на нем в умеренном темпе по-прежнему интересно. Он хорошо реагирует на дыхание и на артикуляцию. За счет большей жесткости и меньшего сустейна обертона стали звучать более собрано, звук более управляемый. То есть можно уже поиграться с мелодией, при этом в тембре присутствует традиционная трескучесть на минимуме и практически не мешает мне играть. Лучше всего этот варган раскрывается на такой игре с дыханием и с ритмикой, и с легкими атаками, двусторонним боем. Замечательный инструмент для того, чтобы экспериментировать и осваивать разные стили игры. А мы переходим к заключительному варгану, к вот такому высокочастотному в ноту ре. Это все такой же увесистый большой варган Шепелева, но с самым жестким язычком. Как всегда, импровизация, а затем мое мнение об этом варгане.
Итак, это была моя импровизация на варгане Шепелева. Высокий. Ставь палец вверх, если тоже любишь быструю экспрессивную игру. А я расскажу, что мне понравилось в этом варгане. Первый плюс варгана, он очень громкий и, пожалуй, самый громкий из всех трех инструментов. Звучит очень ярко, как в помещении, так и на открытом пространстве. У инструмента довольно выразительные высокие обертона и хорошо звучат такие приемы, как кукушка и вибрато. В общем, все, что делается на дыхании носом, на закрытых звуках, на этом высоком варгане звучит просто изумительно. Сустейн у этого варгана умеренный, поэтому лучше играть какие-то быстрые вещи. Благо, что для скоростного боя этот язычок просто идеален. Что касается звука и обертонов, то он здесь наиболее чистый и наиболее ровный. Обертона звучат очень выверенно. Так, очень лаконично, практически без призвуков. Из минусов. Язычок, на мой вкус, оптимальный, кому-то может показаться жестковатым. Корпус при скоростном двустороннем бое начинает слегка вибрировать. Хотя, опять же, это дело вкуса, и я знаю, что многим нравятся такие ощущения от варгана. Какой варган выбрать, решать исключительно вам. Итак, мое заключительное мнение о хомусах Шепелева и почему стоит выбрать именно этот инструмент. Пункт первый. Это настоящее якутское качество. Это красивый большой кованый корпус, традиционно якутских пропорций, круглое кольцо, сходящееся на конус деки. И все это очень приятно лежит в руке и очень удобно для удержания. Плюс ко всему идеально выверенные зазоры, не слишком узкие, не слишком широкие, то есть такие, какие надо. Правильная заточка язычка и загиб 90 градусов. Все это складывается в очень качественный, в очень добротный инструмент. К тому же качество инструментов Шепелева — это не только мое мнение, это мнение многих экспертов, поскольку среди якутских мастеров
современных. Этот мастер занимает далеко не последнее место, а по-моему даже одно из первых. И этот высокий рейтинг обеспечен высоким качеством варганов. Второй плюс – это баланс. Масса корпуса, мягкость, жесткость язычка, пропорции коленца. Все это складывается в удобство при игре, при двустороннем бое и позволяет вам играть не только в якутском стиле, но и экспериментировать. Экспериментировать со скоростью боя, с разной стилистикой игры. Если вы серьезно занимаетесь варганом или вы еще только ищете себя и вы новичок, я считаю, это очень важно. Возможность играть на варгане в разных стилях. Третий весомый плюс – это настоящий якутский звук, такой, каким мы его любим. Звук очень громкий, очень яркий, насыщенный гармониками. В нем есть все: и обертона, и сустейн, и традиционная якутская бархатистость. А самое главное, есть опция разной настройки инструмента от очень низкой до высокой, и соответственно можно найти баланс между всеми этими качествами и выбрать свой собственный инструмент. Каждый инструмент, и низкий, и средний, и высокий, имеет свои весомые плюсы. Какой из них выбрать, решать вам. Все они доступны по ссылке в описании. Стоит помнить, что варган укомплектован вот таким красивым футляром из березового капа. Выглядит это все очень достойно. Можно носить на шее. Хорошая якутская лошадка. Однозначно must have. А на сегодня все. С вами был Варган 74. Это был обзор на якутский хомут Шепелева. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Подписывайся на канал, если хочешь видеть больше обзоров. А также подписывайся на все мои социальные сети. Заказывай хомут Шепелева по ссылке в описании. Это лучшее, чем ты можешь помочь мне для продвижения моих обзоров. А на сегодня все. Меня зовут Максим Тамонов. Это был Варган 74. Всем пока!